Доброе утро, дорогая наша любимая республика. Всех тех, кто просыпается вместе с программой «Утро Якутии», мы приветствуем и желаем отличного дня, также хорошего настроения. На календаре уже 26 ни много ни мало декабря. Значит, 5 дней остается до того, чего мы ждем каждый год в течение года. Это, конечно, Новый год. 3 раза слово «год», а 3 раза это всегда хорошо. Катерина Винокурова, Павел Танин работают для вас последнюю неделю уходящего года. Все именно так. Ну и сегодня, по традиции, много всего интересного нас ожидает, в том числе и юридические советы какие-то. Обязательно будет розыгрыш, будем разыгрывать вот одну из этих серебряных елочных игрушек. Да? Вчера одна уже нашла своего хозяина. Кто-то проявил эрудицию и знания и получил ее. Ну и сегодня еще один счастливчик может у нас появиться на горизонте. Да, ну а прежде чем начать все самое интересное, всю вот эту вкусную начинку, давайте ознакомимся с погодой на сегодняшний день. Сегодня в центральных районах на 6 часов утра температура воздуха составила 32-38 градусов мороза. В заречной группе от 34 до 46. В южных 21-24, в Вилюйской 26-31. В Нижнеленских 33-36. В западных 20-24. В Калмындигирской группе от 37 до 50, а конкретно в Устнере сегодня зафиксировано. В Янских 32-44, на северо-западе 23-25. Температура воздуха в городе Якутске на 6 часов утра составила 37 градусов мороза. Атмосферное давление 756 миллиметров ртутного столба, штиль. Ну а днем нам обещают слабый снег, утром местами туман. Ветер переменный подует со скоростью 1,3 метра в секунду. Температура воздуха днем составит 33-35, со знаком минус, конечно же. Ну а прямо сейчас узнаем о последних событиях, о которых нам расскажут наши коллеги из информационной службы. Доброе утро, Якутия. Сейчас новостной блок. В Якутии государственную социальную помощь на основании социального контракта получили 6459 малоимущих семей и малоимущих одиноко проживающих граждан. Всего на эти цели направлено 814,8 миллионов рублей. В среднем размер помощи на поиск работы составил 90,3 тысячи рублей, на осуществление индивидуальной предпринимательской деятельности 362 080 рублей. На развитие и ведение личного подсобного хозяйства более 301 тысячи рублей. На преодоление трудной жизненной ситуации 64,6 тысяч рублей. Государственную социальную помощь на основании социального контракта оказывают малоимущим семьям, а также малоимущим одиноко проживающим гражданам в виде единовременной или ежемесячной денежной выплаты в целях стимулирования их активных действий по преодолению трудной жизненной ситуации. У россиян начнут требовать ИНН при оформлении кредита. С его помощью банки будут проверять наличие самозапрета у клиента. Закон, который установит этот механизм защиты от мошенников, начнет действовать с 2025 года, рассказал председатель комитета Госдумы по финрынку Анатолий Аксаков. По его словам, в документе указан такой срок, потому что требуется серьезная перенастройка системы. Нужно будет наладить взаимодействие банков и БКИ. А на это потребуется время, подчеркнул депутат. Якутский кинопавильон станет центром киноиндустрии всего Дальнего Востока. Глава Якутии Айсен Николаев на пресс-конференции рассказал о проекте по строительству многофункционального кинопавильона. Напомню, президент России Владимир Путин поручил правительству страны совместно с органами исполнительной власти республики обеспечить строительство в Якутске многофункционального кинопавильона полного цикла. Он будет единственным на Дальнем Востоке кинотехнологическим центром. В нем будут территории для съемок, студии звукозаписи, монтажа, цветокоррекции, визуальных эффектов, залы для виртуальных съемок. Он позволит проводить съемки круглогодично и не зависеть от специфики якутского климата. Сам кинопавильон планируют построить на территории 68-го квартала республиканской столицы. Суд обязал администрацию Ленского бассейна поднять из реки Вилюй затонувшие суда. В акватории реки находятся 3 затонувших объекта. По иску прокуратуры Вилюйского района суд обязал администрацию Ленского бассейна внутренних водных путей поднять из реки Вилюй 3 затонувших судна.
Собственники затонувших объектов не установлены, уточнили в прокуратуре. При этом их нахождение в акватории реки Вилюй угрожает безопасности движения и наносит вред окружающей среде. Суд удовлетворил заявление прокурора, однако решение суда пока не вступило в законную силу. Третий год подряд в республике проводят федеральную олимпиаду школьников по родным языкам и литературам народов России. Отборочный этап в этом году продлится до 9 января 2024 года включительно. В текущем году в перечень олимпиады, которая проводится при участии 29 вузов страны, включили 10 новых языков. Так, на сегодня свои знания проверили школьники из 48 регионов России, Казахстана, Монголии, Таджикистана и Узбекистана. Второй этап организуют в феврале 2024 в очном формате на базовых площадках республики. Торжественное открытие проекта победителя конкурса школьного инициативного бюджетирования прошло во второй школе города Якутска. Суть проекта состоит в вовлечении обучающихся в решение вопросов расходования школьного бюджета для улучшения внутришкольной инфраструктуры и окружающей школу среды. Так, учащиеся второй школы реализовали инициативу «Навигатор по школе». На всех этажах вывешены указатели и таблички с описанием кабинетов. В общем, для реализации проекта в государственном бюджете предусмотрели средства в размере 3 миллионов рублей. Так как у нас большая школа, 4 этажа, очень много корпусов, нашей целью было, чтобы новенькие ученики и их родители, и гости начали ориентироваться в нашей школе. Вот, и из-за этого мы поставили такие вот стенды. На каждом этаже, вот, допустим, корпус какой, где туалеты находятся. У нас новенькие в 10 классе к нам в класс пришли, и все спрашивали, а где что находится. И вот, ну и постоянно они забывали. Когда появилась у нас такая новинка, все начали ориентироваться очень хорошо. Запуск детского телевизионного канала национальной вещательной компании НВК «Саха» планируется к 1 июня. Как подчеркнул глава региона Айсен Николаев на пресс-конференции по итогам года, контент детского канала должен быть на русском и якутском, а также на языках коренных малочисленных народов Севера. Телеканал будет объединять различный контент. Это программы, видеоблоги и видеоролики. Но его основная цель создания – содействовать семье и обществу в формировании гармоничной личности ребенка, развивать национальную идентичность. Ну, Новый год – это, конечно же, пора подарков. И, конечно, предновогодняя неделя, я думаю, будет правильно, если она будет посвящена этой традиции, скажем так. И мы всю неделю будем разыгрывать вот с этой елочки вот такие замечательные новогодние игрушки. Новогодние игрушки непростые, хотелось бы продолжить, все скорлупки золотые, но нет, серебряные, что тоже как бы очень хорошо. Будет прекрасно смотреться, мне кажется, в свете гирлянд и какой-то иллюминации вашего оформления новогоднего. Поэтому, пожалуйста, в ваших руках ваша удача, что называется. Да, для этого вам нужно быть подписанными на наш телеграм-канал «Утро Якутии». Вот прямо сейчас можете отсканировать. Тот, кто до сих пор этого не сделал за все это большое время, что у нас есть Телеграм. Пожалуйста, подписывайтесь, добро пожаловать. Там не только вот розыгрыши, но и различные анонсы, все последние новости, с которыми необходимо, о которых необходимо узнать с самого утра. Да, ну и даже то, что в эфир к нам не попадает обязательно в наш телеграм-канал, поэтому там интересно очень. Вот QR-код, вот там квадратный такой, черно-белый. Сканируем смартфоном, попадаем прямиком на канал, подписываемся, все у вас будет хорошо. И прямо сейчас там появится вопрос, на который нужно ответить быстрее всех и получить одну из этих вот игрушек на этой елочке. Вопрос звучит следующим образом. Какими игрушками было принято хвастаться в начале 20 века? Прям хвастаться. Прям вот так. Смотри, смотри-ка, а у меня вот такая. А у меня такая. Вот. Какими? В начале 20 века. Вот люди с чем-то в руках, грубо говоря, ходили. Да. Какими-то вот определенными игрушками. И вот под вопросом в телеграм-канале вам необходимо дать свой вариант ответа. Ну, а тот, кто сделает это первым и правильно, обязательно получит от нас замечательную памятную игрушку, серебряную елочную игрушку. Да. Ну а на календаре, хотел сказать, на календаре 26 декабря, и давайте узнаем по рано традиции. Еще так говорить, рано. Когда не рано, 1 января. 1 можно. 1 января можно на календаре вот так говорить. Давайте узнаем, какими событиями сегодняшний день знаменателен.
Сегодня отмечают Международный день подарков, Международный день крупье, День нытика, День охоты на сны, праздник голубого снега. По народному календарю Евстратиев день, ведьмины посиделки. В народе говорили, что в день Евстрата нельзя ругаться и сквернословить, не стоит заводить разговор с незнакомцами, подбирать с улицы животных и брать в руки вещь, которая давно пропала и вдруг нашлась. Ну и о хорошем. Считалось, что если в Евстрата день дотронуться до колокола, проговорив имя заболевшего, его ждет скорое выздоровление. Народные приметы. Ясное небо, ждите мороз. Увидели на небе падающие звезды к усилению ветра. Снежная буря днем, ночью ударит мороз. Это день в истории. В 1701 году рождение российской металлургической промышленности на Урале. С первой домны Невьянского завода пошел первый чугун. В 1783 году француз Себастьян Ленорман впервые в Европе продемонстрировал псевдопарашют. Его считают первым человеком, который совершил засвидетельственный спуск с парашютом, а также приписывают ему введение термина «парашют». В 1825 году в Петербурге произошло восстание декабристов на Сенатской площади. В 1898 году Пьер и Мария Кюри открыли радиоактивный элемент радий. В 1931 году в Токио основана автомобильная компания Data Jidosha Tsuzo, переименованную в следующем году в Nissan. Первой продукцией компании были автомобили и грузовики, которые выпускались под торговой маркой Datsun. В 1946 году в Лас-Вегасе открылся отель «Фламинго», построенный знаменитым гангстером Бакси Сигел. С этого дня началось превращение Лас-Вегаса в мировую столицу игорного бизнеса. 26 декабря 1968 года завершено строительство Останкинской телебашни. В 1974 году в Советском Союзе объявлено о выдаче паспортов сельским жителям. А вот в 1991 году Совет Республики Верховного Совета СССР провел свое последнее заседание и принял декларацию, которая констатировал факт прекращения существования Советского Союза. В 2004 году создана энергетическая компания «Русгидро». В этот день родились: в 1791 году Чарльз Бэббидж, британский математик, изобретатель первой вычислительной машины. В 1893 году Мао Цзэдун, лидер Коммунистической партии Китая с 1943 года и руководитель китайского государства с 1949 года. В 1949 году родился Михаил Боярский, советский и российский актер театра и кино, певец, телеведущий, народный артист РСФСР. В 1959 году Кодзи Моримото, японский аниматор, один из первых режиссеров аниме в Японии. Именины сегодня отмечают Авксентий, Александр, Алексей, Алексий, Аркадий, Арсений, Василий, Владимир, Григорий, Евгений, Евстратий, Емельян, Иван, Иоанн, Николай. Ну, а необычный праздник, День охоты на сны, отмечается ежегодно 26 декабря. Вы спросите, почему именно 26 декабря? Дело в том, что длинными ночами сны лучше ловятся, а в декабре день — это почти одна сплошная ночь. Сны — это удивительная штука, чего в них только не увидишь, но они ошеломляют смотрящего пестротой красок и сменой сюжетов. То заносят его неведомо куда, всякое там бывает. Просмотр ночных видений доставляет не только удовольствие, но и приносит пользу. Благодаря сну Дмитрий Иванович Менделеев, к примеру, понял, как нужно расположить химические элементы в периодической таблице. Ну а Альберт Эйнштейн разработал теорию относительности. Не секрет, что блистательная, не похожая ни на что феерическая комедия Александра Грибоедова «Горе от ума» родилась тоже во сне. Сам писатель рассказывал, что в сновидении он увидел даже готовые отрывки текста, которые и помогли ему задать дух всему произведению. Ну, я думаю, многие мужчины меня поймут, что самое удивительное во сне — это драться. Вот эти вот. Вот мне не понять. Тебе не понять, да? Да, Мне кажется, мужчины точно раз в жизни хотя бы сон вот этот снился, когда ты такой собираешь силу в кулак и... А тебе часто снится вот драки? Нет, мне вообще очень редко снятся сны. То есть, да? Почему-то для меня это относительно такое редкое явление. И мне кажется, что со мной что-то не так, и это неправильно.
Да, а я вот тебе бы, наоборот, позавидовала. Вот сегодня у тебя есть уникальная возможность узнать о твоих редких снах, точнее, их значение, потому что сегодня у нас в гостях Елизавета Корнилова, анейролог. Елизавета, доброе утро. Доброе утро всем. Вот вы анейролог, да? Вот вообще, что это за наука такая, чему Интересная, учат, новая. этому учатся или как-то самопознанием к этому приходят? Анейрология – это наука о сновидениях, то есть о снах, и это древняя наука, так как с древнейших времен люди интересовались своими снами, учились трактовать свои сны. И в связи с этим есть как народный подход к этому, народное толкование снов, также есть и научный подход. Многие ученые исследовали эту тему, посвятили много научных трудов. И этому, конечно же, можно научиться, но самое главное, важно научиться сначала понимать свои сны, изучать свои сны. И изучая свои сны, человек может очень многое в себе раскрыть, свою неосознанную часть, связаться с собой, со своим внутренним «я», стать более полноценным. И я думаю, что очень важно изучать свои сны и учиться этому. А как это вот... Это всем доступно начинать понимать свои сны, расшифровывать их? Вот Я как к думаю, этому что прийти? если есть интерес, то это доступно всем. Ну, конечно же, чтобы понимать сны, нужно также знать и разные духовные направления, эзотерические науки. Очень хорошо нужно разбираться и в психологии, и в символизме тоже. То есть это как бы смесь разных подходов, научных подходов, То есть, которые может позволить человеку как-то вот начать разбираться со своим сном. То есть необходимо вот опираться на какие-то тоже, да, обязательно нужно. источники. Ну а вообще как понять и правильно потом использовать эти вот подсказки сновидений, скажем так? Если нужно обращать внимание на освещение сна, то есть если более тусклый свет во сне, да, то это говорит о том, что человек, есть упадок сил, человек может чувствовать усталость, и поэтому он во сне может видеть не очень яркие цвета. Если человек во сне находится в темноте, то это говорит о депрессивности, и здесь очень важно обратить внимание на свое здоровье, дать себе спокойствие. Важно обращать внимание на действия, которые человек совершает во сне. Если человек во сне активен, то он в реальной жизни тоже активен, деятелен, инициативен. А если человек выступает в роли наблюдателя, то и в реальной жизни он может быть пассивным, просто вот, находиться в роли наблюдателя тоже. И также нужно обращать внимание, что человек делает во сне. Например, если за ним гонятся, на него нападают, то в какой-то сфере своей жизни, возможно, он проявляет себя как жертва. Ну или постоянно бегает от чего-то, бежит, испытывает страх, то это может говорить, что человек убегает от своих проблем, от себя, не берет инициативу. И исходя из этого, человек может менять свое поведение, свою линию поведения. И тем самым как бы получается, что он уже пользуется подсказками своего сна. И после того, как он уже осознанно меняется, то сюжет сна, характер сна вообще меняется. Тоже меняется. Ну, вот говоря, вот, допустим, про мою ситуацию, да, редко снятся сны. То есть, бывает, но это как бы не такое... Нормально ли это? Нормально ли это? Это очень хорошо. Наоборот, да? Да. Я же говорю, повезло. А может быть, у меня просто все без света там, и вообще, как бы я в депрессии. Мы же сказали, что когда я в темноте, это значит, человек находится в депрессии. А у меня как бы полное отсутствие света. Ну ладно, это я уже углубляюсь куда-то, конечно. То есть отсутствие сновидений как таковых, это в принципе нормальное, Это нормально, это нормальное явление. Кажется, что ты спокойно живешь. Я Да, все хорошо. Вот. Елизавета, а у меня такой вопрос, да, вот нам часто снятся определенные какие-то предметы, вещи, вот та же рыба, допустим, да, такое общее понимание рыбы, это к болезни, допустим, да. Значит ли это, что относится ко всем людям? То есть или рыба для кого-то она какой-то другой символ? Да, это тоже как бы личный подход. Но это как бы народная трактовка, то, что рыба к болезни, да, а кто-то в это не верит. И здесь даже роль играет и воспитание человека, его мировоззрение, его восприятие.
Для кого-то рыба — это еда, да? Он любит рыбу, например. И когда снится рыба, то нужно обращать внимание на саму рыбу. Какая она, эта рыба, живая, неживая, где она находится, в естественном там ареале или нет. Это тоже имеет как бы значение, и вообще может трактовка вообще меняться. Может даже говорить о каких-то, о везении, может говорить, о беременности, может говорить, болезни тоже. В общем, может для говорить. каждого рыба, Да, грубо это говоря, да, все индивидуально. Ага. Ну вот, наверное, немаловажный вопрос для всех будет, да, это вот, а как готовиться ко сну, то есть, ладно, сны-то мы посмотрели, а вот перед этим, как готовиться ко сну, чтобы утром проснуться бодрым, полным сил, потому что, мне кажется, ну, большинство населения сегодня с этим проблемы испытывают все-таки. Это очень хороший вопрос, на самом деле, потому что сейчас мы живем в очень такое быстрое время, динамичное время, и быстро восстанавливаться, прийти в форму — это как бы задача каждого человека, и для этого правильно организовать свой сон — это, ну, это как бы большая необходимость. До сна за 2-3 часа вообще нужно как бы уйти от внешнего мира, от внешней суеты, отключить гаджеты, социальные сети, побыть с собой наедине, в тишине, прислушаться к себе. И когда человек уходит в сон вот в этом состоянии от себя, да, не от внешнего, а именно от себя, он попадает в свой духовный мир во сне. И когда он видит свои сны, свои как бы сюжеты своих снов, то это его восстанавливает человек, даже может исцелиться, быстро приходит в форму. А когда мы ложимся спать с мыслями, с разными мыслями, С гаджетом в руке. да, да, с телефоном в руке, то как бы очень много лишней информации, и вся эта лишняя информация, опять же, накладывается на наш сон, все это интегрируется, и мы видим очень сложные, запутанные, хаотичные сны, и наоборот, они могут изматывать человека, и человек утром, просыпаясь, может чувствовать, как будто и не спал вовсе. Поэтому, да, вот правильно подходить ко сну — это главный, Тоже особенно в наше время, да, это необходимо. основной вопрос. Ага. Ну вот то же самое, даже если перед сном посмотришь там какой-нибудь ужастик, да? Да, да. Бывает же какой-то момент из ужастика снится тебе во сне, да, и путаница. Да. А вот эта рекомендация соответствует тому, чтобы не снились кошмары, например? Да, конечно. Если часто снятся кошмары, то, ну, обычно вот тревожные сны, да, снятся людям неуверенным в себе, людям, которые подавляют себя, нет доверия. И когда человек, вот, понимая все это, меняет себя изнутри, да, больше доверия, больше уверенности, больше открытости, то и такие сны тоже уходят. Есть также такая практика, когда человек возвращается, ну вот приснился кошмар, да, и человек просыпается вот с таким страхом, тревогой, то важно вернуться обратно в сон, и представить все, как было, все детально, и изменить сон в лучшую сторону. Если мне понравился сюжет, то трансформировать. Если мне понравился какой-то образ, сделать его более приятным для человека. Да? И эта практика также помогает человеку бороться со своими страхами. И когда человек вообще вот внутренне начинает меняться и уходить от своих страхов, то кошмары уже не приходят. Ну, это вот сейчас немножко вы говорили уже про такое управление сном, скажем так говоря, про возвращение, изменения. Елизавета, спасибо большое за интересную беседу. Ну да, действительно, сны — это вещь такая, она и интересная, и, мне кажется, обращать внимание на них нужно. Да, прислушиваться к своим снам. Нужно, да. Ну и говоря про кошмары, кошмары могут нас на самом деле поджидать и в реальной жизни, а особенно это вот бывает часто связано с юридическими какими-то вещами, делами, потому что не все в юриспруденции сведущие, да, а чтобы какая-то ситуация вот случилась, а для вас она в кошмар не превратилась с точки зрения юридических вопросов, наша рубрика «Мой юрист» всегда поможет. Доброе утро, дорогие телезрители! Сегодня мы поговорим о конфликтах. И не просто о конфликтах, а когда конфликты возникают между нашими детьми в учебных и дошкольных заведениях. Притом, когда у этих конфликтов есть последствия. То есть толкнул мальчик девочку, она упала, ударила, все, коленку разбила, а хорошо, если только коленку. Здесь возникает вопрос, как себя вести родителям. Ну, во-первых, нужно ни в коем случае не подходить к чужим детям. То есть не надо им ничего высказывать, ни в коем случае вы не имеете права вмешиваться в воспитательный процесс постороннего ребенка. То есть вы сами не
общаетесь с ним, ни в коем случае не трогайте его руками, там не нужно его ругать, вы обращаетесь непосредственно к воспитателю, к учителю, классному руководителю, к администрации дошкольного, школьного учебного заведения. Есть конфликтные комиссии, они иногда установлены прям уставом дошкольных, школьных учебных заведений, которые проводят заседания. Обязательно нужно это заседание посетить, то есть не уклоняться от него, когда будет рассмотрен вопрос, что же произошло. Когда выявили, да, что, допустим, случилось так, что была проведена проверка, ребенок, правда, находился на территории учреждения, то есть за ним должен был осуществлять присмотр, либо если это в школе во время урока, то есть учитель, который вел урок, это либо начальный класс, это либо предметник, либо это должен был быть воспитатель. Соответственно, уже принимаются меры, то есть появляется какое-то дисциплинарное взыскание работнику дошкольного, школьного учебного заведения, да, ему объявляется там выговор, замечание и так далее, в зависимости от степени его вины, да, и дальше уже вам предлагается обратиться, то есть за разрешением конфликта, то есть если это воспитанникам предлагается как-то корректировка поведения, то есть родителям тоже выдаются рекомендации, чтобы они поработали с ребенком, если это уже что-то критичное, из ряда вон выходящего, возможно, ребенок ставится на какой-то учет, да, если он достаточно достиг возраста, да, то есть вот дальше принимаются именно учебным заведением в отношении виновника такие действия. Что касается компенсации, если это все вот именно рассматриваем нами случаями, когда на территории учебных дошкольных заведений, то, соответственно, компенсирует вам именно это заведение. То есть они несут ответственность за действия, бездействие своих работников. Будьте внимательны, да, конфликты нужно разрешать все-таки путем переговоров, и самостоятельно мы эти вопросы с чужим ребенком не решаем. Желаю, чтобы в вашей жизни не было конфликтов. Хорошего дня! Ну а мы напомним, сегодня 26 декабря, на календаре у нас день недели вторник. Герб Республики Саха-Якутия является государственным символом нашей Якутии. Принят он парламентом республики 26 декабря в этот день в 1992 году. Зарегистрирован за номером 182 в Государственном геологическом регистре Российской Федерации. Что представляет из собой, да? Себя герб. Да, из себя герб. Это круг, в центре которого изображение древнего всадника со знаменем с наскальных рисунков реки Лены на фоне солнечного диска щита, помещенного в обрамление с традиционным национальным орнаментом в виде 7 ромбических кристаллообразных фигур с надписями «Республика Саха-Якутия». Наскальные рисунки относятся к 6-9 векам нашей эры и являются наследием народа Курыкан, считающихся предками якутов. Всадник на гербе Республики Саха-Якутия символизирует объединение людей, народов, живущих в республике. Под знаменем подразумевается единение племени и его могущество, власти, начало государственности. Ромбовидный орнамент, украшающий обрамление, присущ всем северным народам и одновременно напоминает кристаллики ограненного алмаза, также своеобразного символа нашей республики. Кроме того, 7 ромбических кристаллов символизируют 7 народов, населяющих край: якутов, русских, эвенков, эвенов, чукчей, долганов и юкагиров. Синий цвет символизирует верность, искренность и надежность, белый цвет – чистоту, а красный – охраной охрой выполнены наскальные рисунки у Шекшина. Авторами герба являются народный художник СССР Афанасий Николаевич Осипов, заслуженный деятель искусств Василий Семенович Парников, график Владимир Никифорович Игнатьев, член-корреспондент Российской академии художеств Иннокентий Афанасьевич Потапов. Другие авторы предлагали в качестве элементов герба мамонта, бобра, северного оленя, глухаря, белку, тюленя, моржа, журавля, стерха, неандертальца, но эти предложения не получили поддержку. А теперь представим, как бы пошла история, если бы все-таки выбрали, например, неандертальца. Да. Это было бы несерьезно, мне кажется. Ну, именно поэтому и не поддержали, да? Скорее всего. Ну, а сплотить молодежь и подростков – это главная цель учителей. Ведь дети – это наше будущее, значит, основа нашего общества. И от нас зависит, каким оно будет. Давайте же посмотрим, да. В сюжете, как проходят такие мероприятия в Уснере. Матвей, как занятия блогером
Молодежь и подростки из разных образовательных учреждений райцентра учатся мечтать. От мечты к успеху под таким названием прошла для них форсайт-сессия. Организаторы – учреждения дополнительного образования, представители успешной молодежи, волонтеры. Проводится это для сплочения коллектива, для детского наставления на будущее в жизни. Собраны дети разные. Собраны дети, которые мотивированы на успех, которые показывают своим примером, что можно и нужно идти положительными дорогами к успеху. Собраны дети, которые, конечно, требуют и педагогического вмешательства в воспитательном процессе. Поэтому, я думаю, данное мероприятие принесет пользу не только нам, не только нашему поселку, но и, конечно, ребятам, для которых оно проводится. Ребята с интересом и воодушевлением взялись выполнять поставленные перед ними задачи. Некоторые впервые пытались озвучить поставленную перед собой жизненную цель. Виктория Горбань считает себя вполне успешной. Активистка, поет, играет на гитаре, планирует поступать в медицинский имени Павлова, делится впечатлениями. Мероприятие интересное, началось очень интересно, представили главных активистов и придумали своеобразную игру. Очень интересно. Взаимодействие с аудиторией тоже классное. Хорошее здание, подумали, прислушались друг к другу. Самое главное, не стали друг друга перебивать, выслушали мнение друг друга и выбрали самый оптимальный вариант, как можно сделать задание. Подростки учились работать в команде, прислушиваться к мнению более опытных сверстников, задумываться над реализацией собственных планов. Интересными были все проекты, и защищали их ребята увлеченно. Мы очень хотим, чтобы наши дети были всегда задействованы и вместе участвовали, дружили между собой, прежде всего дружили. К сожалению, у нас не хватает такого времени, чтобы дети между собой общались. И погодные условия не дают возможности детям где-то встречаться и общаться. Поэтому данные мероприятия очень нужны. И на сегодняшний день, я думаю, это лучшее решение, чтобы сплотить коллектив и сплотить наш поселок, наши школы. Светлана Поцелуева, Андрей Неустроев, Уснера. Ну а еще сегодня отмечается День подарков. В этот день принято радовать сюрпризами своих близких и друзей. Изначально смысл этой традиции был в том, что люди дарили подарки тем, кто не мог купить себе и родным много подарков. Это была как благотворительность. Так приучали детей к добру и умению делиться, а также к исполнению данной обязанности всегда подключали их. Ну и сейчас можно также продолжать эту добрую традицию и сделать подарки для одиноких пожилых людей, многодетных семей, детей из детского дома и всем тем, кому нужна помощь. Таким образом мы приумножаем радость и добро в мире. Ну и при этом самым лучшим подарком всегда считалась книга. Вот какую же книгу можно подарить, узнаем в нашей следующей рубрике. Всем салют, меня зовут Максим, и сегодня я расскажу вам про чудесную книгу Робина Шармы «Монах, который продал свой Феррари». Книге больше 20 лет, но она не теряет своей актуальности. Почему? Почему я советую ее именно сейчас, в канун Нового года? Потому что книга напоминает притчу «Маленький принц» Экзюпери и рассказывает о том, как взрослому человеку не потерять себя в обществе, как ему не стать рабом денег, как ему при этом много зарабатывать и быть счастливым. То есть в этой книге, которую здесь прямо они не скрывают и пишут, что это притча, в этой книге вы можете в легкой форме узнать очень много крутых советов. Я прямо сзади книги обычно пишу себе классные цитаты, и эта книга есть у нас в библиотеке, ее можно найти электронно. Вот, например, я открываю какую-нибудь цитату, которую пометил для себя. Да? «Эта сила давно дремала в нем, ожидая, когда мощный импульс, стремление к высшей цели пробудит ее для действия. Но не все время было отдано практическим занятиям. Это умение владеть своими чувствами и ответственность за свои поступки и решения. Это два качества, без которых существование человека никогда не придет к гармонии». То есть тут смешиваются такие вот довольно прямолинейные советы, плюс история. К ним всегда есть какая-то история, к ним есть какой-то сюжет. И я говорю так, я книгу пока начал разбирать для этого видео, я ее начал перечитывать, вчера уже половину перечитал, и книга читается легко, и недаром у нее действительно очень-очень много наград, и очень много крутых писателей отозвалось положительно об этой книге. После этой первой книги у Робина Шармы вышли еще другие
другие, но они не получили столь крутой популярности и так много размаха, как эта первая книга «Монах, который продал свой Феррари». Пусть вас не пугает длинное название, и я действительно считаю, что это такой маленький принц для взрослых, и если вы затрудняетесь и думаете, что же почитать перед Новым годом, перед тем, как записывать желания, перед тем, как стать в очередной раз новым человеком, попробуйте взять эту книгу, купить, скачать, украсть, неважно. Эта книга то, что вам нужно, и я вам ее советую. Патриотическое воспитание детей – это очень важно тоже, да, вот опять же через книги это можно делать. Память о подвиге живет, пока это чтят, помнят и гордятся. Наш священный долг – не предавать забвению подвиг наших героев. Давайте посмотрим следующий сюжет, где и как сохраняют память о героях в Алекминске. В 3 школах города Алекминска появились парты памяти. К всероссийской акции присоединились по инициативе военно-патриотического клуба «Альфа». Решили увековечить память наших героев, которые учились в наших школах, чтобы в каждой школе была открыта парта героя, чтобы молодое поколение знали, кто в данной школе учился. А сколько таких парт будет в Алекминске? В Алекминском районе парт 15. Алексей улыбаются. Инициативу подхватили сразу. И единственный спор был по цвету – синий или зеленый. Решили, что синий будет у тех, кто участвовал в боях в Чечне, зеленый у ребят, участников СВО. Очень важен для поднятия патриотического духа. И чтобы ученики школ знали своих героев. Потому что многие не знают их. В школе номер 2 парта памяти Александра Сисина. А какой Саша был? Каким вы его помните? Ой, вчера мы в группе с ребятами, вот с этим классом общались, и вот все пишут, классный парень был, очень хороший парень был. Он спокойный, всегда уравновешенный, спортсмен. Он хороший спортсмен, он лыжник. Причем о своих наградах и достижениях он никогда не хвастался. Парта необычная, сидеть за ней – большая честь. Очень важно. Я горжусь, что я села самая первая за эту парту. Что такое память, как ты считаешь? Память? Память – это что-то такое важное, что всегда остается там в душе. На этот день заказано 15 комплектов в город и на слега района. Память – это самое малое, что должно быть у нас. Почитание героев, их увековечение всегда было одной из таких черт в нашем государстве. Поэтому, естественно, этот проект, он подразумевает под собой память о долге, об отваге, о чести, о достоинстве, о защите своего народа, своей родины, своей земли. Елена Фаст, Максим Копылов, Алекминск. Ну а далее передаем слово нашему коллеге Петру Васильеву, который ознакомит нас с последними новостями к этой минуте. Доброе утро, Якутия. Далее блок новостей. МИД России сообщил, что спрос иностранных туристов на поездки в Россию восстанавливается. По словам замглавы внешнеполитического ведомства Евгения Иванова, с августа этого года электронную российскую визу получили более 150 тысяч человек. Он пояснил, что ранее опосредованное влияние на интенсивность потока посещающих Россию иностранцев оказывали попытки властей отдельных недружественных стран ограничить въезд на свою территорию граждан России. Однако эта тенденция была актуальна лишь для начального этапа, уточнил Иванов. Минсельхоз России подтвердил прогноз по снижению цен на яйца после Нового года, в то время как куриное мясо уже начало дешеветь. Об этом сообщил министр сельского хозяйства России Дмитрий Патрушев. Он рассказал, что министерство будет выстраивать систему мониторинга спроса по всем ключевым продуктам питания. Цитата: «чтобы не допускать таких перекосов и действовать на опережение». Это позволит оперативно фиксировать, если где-то спрос начинает расти, и заблаговременно ориентировать отрасль на увеличение объемов производства по данному направлению, отметил Патрушев.
Работники казенного предприятия генофонда «Якутский скот» теперь будут сотрудничать с Национальным медицинским центром. Накануне был подписан двухсторонний договор о совместной работе. Молоко и мясо якутского скота богато витаминами. Например, микроэлемент омега-3 помогает работе мозга, сердечно-сосудистой системе, повышает иммунитет. И таким образом медицинским центром будут использоваться при лечении больных и проведению научных работ. Отмечу, что сегодня в республике постепенно повышается численность якутского скота. Так, сейчас за 9 улусах содержат более 3000, из них маточное поголовье составляет больше 1000. Мы впервые в этом году поставили продукцию мяса якутской породы и суповой набор. Действительно, это послужит для того, чтобы наше население, якутяне, будет употреблять экологически чистую продукцию. И надеюсь, это на долгие года. Соответственно, я как руководитель буду стремиться к тому, чтобы ежегодно поставлять продукции, возможно, даже в течение года, не только осенью. В этом можно составить график забоя, график поставки. Президент России Владимир Путин объявил 2024 год в стране годом семьи. Решение принято для популяризации государственной политики в сфере защиты семьи и сохранения традиционных семейных ценностей. Планомерная работа по помощи семьям в Нерюнгринском районе идет на постоянной основе. И по инициативе районных властей в дополнение к региональным и федеральным мерам поддержки ведется выдача продуктовых наборов детям, рожденным на территории района по рекомендации Центральной районной больницы. Также выделяются комплексные наборы витаминов беременным женщинам, которые встали на учет. Кроме того, ко Дню матери традиционной стала единовременная выплата семьям, где родились и воспитываются 5 и более детей. Новые меры будут вводиться. Мы очень рассчитываем, что эти меры поддержат наши семьи, наших матерей. И в первую очередь это выплата для мам, в семьях, которых детки в 2024 году пойдут в 1 класс. И также мы продолжим работать над поддержкой беременных женщин, и мы будем предусматривать компенсацию проезда и проживания женщин, которым необходимо дополнительное обследование и которое они будут проходить в медицинских центрах города Якутска. Состоялось торжественное открытие 7-й республиканской выставки авторских кукол «Бал Снежной долины». Мероприятие проводится в рамках фестиваля «Зима начинается с Якутии». Также в этом году оно посвящено 75-летию художника, модельера, дизайнера, заслуженного работника культуры республики Августины Филипповой. Ареал любителей кукольного дела растет с каждым днем. Например, в этом году участвует более 50 мастеров, среди них много участников из северных районов. Ну а новизной выставки стали куклы в традиционных костюмах коренных малочисленных народов Севера. Организатором выступил Национальный центр народного прикладного искусства «Семех». Посмотреть работы талантливых кукольников можно до 15 января в Доме дружбы народов имени Алексея Кулаковского. Очень много кукол, которые представляют героев сказок, якутских сказок и сказок других народов. Поэтому очень обширная такая тематика. Приехали из разных улусов республики, вплоть до Аллаиховского улуса, Среднеколымска, города Мирного. Приглашаем всех посетить новогодние праздники, нашу выставку. Это были все новости к этому часу. Хорошего дня и оставайтесь на нашем телеканале. Спасибо нашим коллегам. Они нам новостями поделились. Мы тоже новостями небольшими поделимся. Да, хорошие у нас новости. Да, такая часть приятная про подарки у нас эфира началась. Заказать еду, к примеру, сегодня, подать объявление или посмотреть афишу можно уже привычным нам способом. Да, наш родной портал обновил свои услуги и с новыми силами готов работать и радовать нас и вас. Городской портал ekt.ru до момента своего закрытия пользовался огромной популярностью. Сервисы городского портала здорово облегчали жизнь якутян. Между тем, многим и до сих пор неизвестно, что сервисы «Доска ЕКТ», «Еда ЕКТ» и «Работа ЕКТ» с закрытием главной страницы никуда не делись. Они функционируют на ура и сейчас. Ранее были закрыты сервис новостей News ЕКТ и сервисы пользовательского контента, дневники, Джокер, форумы. Якутяне за годы существования очень привыкли к сервисам ekt.ru, и это реальность. В 2020 году, когда портал ЕКТ закрывался, сервисы «Доска», «Еда» и «Работа» продолжали свою работу и с тех пор очень сильно развились и продолжают выполнять свою функцию. И
Сейчас наша обновленная компания с новым составом снова начинает свою работу. Вот. И в команде сейчас как и ветераны, так и новые сотрудники. Вот. Надеюсь, что общими усилиями мы продолжим нести пользу обществу, создавая новые полезные продукты и развивая старые. Действительно, возвращению ЕКТ.ру будут рады многие. Так, например, на доске ЕКТ на Новый год можно найти все, от елки и Деда Мороза до подарков. Ведь этот сервис доска ЕКТ пользователям милее и привычнее других систем типа Юла и Авито. Тут меньше мошенников, более удобно организована работа по купле-продаже и аренде недвижимости. А возвращение старой доброй афиши ЕКТ стало огромным подарком для многих якутян. Под Новый год, как подарок нашим пользователям, мы снова запускаем работу нашего сервиса Афиша ЕКТ, на котором вы сможете приобрести билеты в кино или посетить различные мероприятия культурные. И еще одна такая важная новость. Мы снова возобновляем работу нашего обновленного портала ЕКТ.ру. Ну и вишенка на торте – это возможность забыть про одну из главных головных болей праздничных дней – праздничные блюда. Более 120 предприятий по доставке еды, собранные на страничке «Еда ЕКТ», осуществляют в день доставку до 2500 заказов. Все предприятия осознали преимущество сервиса во времена пандемийных запретов. И можно с уверенностью говорить, что сервис проверен огнем, водой и медными трубами. Будут запущены новые полезные сервисы, которые улучшат жизнь наших пользователей, упростят им задачу для наших текущих сервисов, а также новых проектов, которые мы запустим в следующем году. И уверен, они будут, как и раньше, нести пользу и улучшать жизнь наших пользователей. Такие вот хорошие новости от сотрудников портала ЕКТ. Все вместе они желают вам счастливого Нового года. Дмитрий Тумыров, Виктор Дичковский, Якутск. Что ж, действительно хорошие новости. Да? Приятные, приятные, да? Да. И мы продолжаем о приятном. Сегодня у нас в гостях президент Ассоциации ювелиры Арктики, директор ювелирного дома ГРГ Павлова Галина Николаевна. Галина Николаевна у нас сегодня не с пустыми руками, конечно же, чем славится ювелирный дом. Это своими прекрасными ювелирными изделиями. Да. И, к слову, ювелирные изделия, ну, один из вариантов, мне кажется, новогодних подарков, ну, даже не то, что один из вариантов, наверное, ну, для многих самый желанный такой будет. И вот у вас, как человека с ювелирным делом связанным, непосредственно хотелось бы узнать, большим опытом, что бы вот на Новый год можно было ювелирного, ну, так актуально Новый год дарить. Какого ювелирного? Ну, вообще, конечно, позвольте поздравить с наступающим всех Новым годом. Сейчас такое праздничное настроение, всем хочется, мы дарим подарки, то есть собираем подарки, ищем подарки. И, конечно же, испокон веков наш народ Саха, он любил серебро и золото, и ювелирное дело, это, конечно, очень такое интересное, и подарить ювелирку всегда приятно. И оно переходит из поколения в поколение, да, что можно его передать, да. Поэтому, если, допустим, что-то взял, то уже оно останется, не пропадет, останется как передача. Ну, а актуально сейчас вот что в ювелирной моде? Да, мода не стоит на месте, и мы видим, вот меняется все, да? Ага. Конечно, сейчас уже покупатели более щепетилен, и, конечно, сейчас индивидуальный подход к каждому покупателю. Если раньше можно было выставить любое золото, и оно бралось, это было дефицитом, то в наше время, конечно, каждое изделие должно быть не только красивое, и оно должно приносить какую-то пользу, какую-то в качестве оберега, оно должно подходить к вам по энергетике. В таком плане, конечно, вот так вот сказать, что прямо какая тенденция, это все натурально. То есть кому-то, опять же, что-то такое условно громоздкое, большое может подойти, кому-то, да, наоборот, утонченное, тонкое. Ну, вообще, в любом ли украшении должна вот присутствовать национальная тема? Национальная тема, она всегда интересна. Она интересна не только для наших жителей республики, она интересна и сейчас экзотика, этника, она
актуальна везде, по всему миру, и поэтому наши мастера-ювелиры, сохраняя вот традиции нашего народа, они совмещают это с современными тенденциями моды. Вот поэтому и получаются такие оригинальные вещи, когда оно подходит именно и получается именно индивидуальное. Ну вот, продолжая, да, национальную тематику, вот те же бастынга, да, наше достояние, илин кебегер, да, вот принято носить на летний праздник, да, ысэх. Как вы считаете, можно ли такое надеть на Новый год, к примеру? Это дело вкуса, конечно. Но конечно, почему нет? Можно, конечно, одеть. Это все зависит от воспитания человека, от вкуса человека. Потому что якутские украшения, они сейчас настолько современные и интересные, и они могут подходить и на Новый год тоже. Я думаю, в этом вопросе тут все-таки, наверное, больше да, чем нет, потому что, ну, действительно, это если это национальный колорит дело твой, вкуса. да, опять же, дело вкуса. Ну и вообще, помимо украшений, да, начал ювелирный дом выпускать елочные игрушки, что, в принципе, необычно. Вчера мы тоже вот про них говорили, что они только в серебряном варианте или золотые тоже делают? У нас в серебряном варианте, да. Потому что в серебряной в иллюминации елки, мне кажется, вообще очень прекрасно смотрится. Да. У нас, к сожалению, елка ввиду технических особенностей нашей студии не иллюминирует, но я думаю, вот если бы тут еще была гирлянда, прям это все осверкало, отливалось, и было бы здорово. А как пришли вот именно к елочным игрушкам? Вообще мы первые по России начали делать вот эти елочные игрушки. Сейчас уже многие производители стали тоже делать. Ну, перенимают опыт, так сказать. Ну вот говоря про первых в России, ювелирный дом Киерге, он, во-первых, с 93-го года, да, существует да, в этом уже году нам 30 лет. Чуть младше меня. Вот, и в этом году объявлен лучшим ювелирным магазином в России. Вот говоря про первых, да, разделяем, во-первых, вашу радость, во-вторых, интересно, как удалось такого успеха, потому что это действительно колоссально по всей России, лучшим ювелирным домом стать, ювелирных компаний в России, ну, немало. Да, и уже 30 лет, вот откуда берете вдохновение? Ну, вообще этот год, конечно, был непростым для всех ювелиров, не только для нас, это в связи с изменением законодательства Российской Федерации. И, ну, мы не унывали, конечно, и думали о дальнейшем развитии. Да. Во-первых, мы расширили ассортимент и создали новые коллекции ювелирных украшений, благодаря чему мы увеличили вообще объем производства в этом году на 18%. Во-вторых, мы пропагандируем культуру нашей Якутии, по городам проводим, организуем дефиле с нашими продукциями, и они вызывают большой интерес не только в России, но и за рубежом. Очень интересно такие вот проводить. И сейчас вот креативная, как бы такая мода, это всегда интересно, и проводить дефиле, и вообще новые какие-то методики, новые какие-то пути находить, это всегда интересно. Ну и в-третьих, мы содействуем развитию внутреннего туризма. У нас в нашем ювелирном магазине, в самом магазине, мы создали музей нагрудных украшений мира, начиная с XII века. И совместно с Академией наук Республики Саха-Якутия мы создали бриллиантово-мамонтовый центр. Тоже можно увидеть и желудок мамонта, и шалаш из мамонта, и голову мамонта. То есть для туристов это всегда интересно. И в этом году у нас поток туристов увеличился примерно на 38%. Это вот интересно. Но мы, кроме того, что занимаемся в нашем магазине, мы создали комплекс полюс холода в Аймиконе, где указано минус 72,1 градус, да? И такое же надо сделать здесь у нас в Якутске. Не каждый может поехать в Аймикон, и, потому что в Париже фотографируется около Эйфелевой башни, да? В Москве около Кремля, а у нас в Якутске надо тоже создать, чтобы это бесплатная реклама нашей республики, чтобы приезжали к нам люди. И те, кто приехал в командировку, фотографируются, и те, кто и сами жители
И я думаю, что это такую стелу, достопримечательность. Достопримечательность надо сделать. Потом мы сделали в городе Вилюйске, поставили первопроходцам, казакам памятник. На границе Горного Улуса поставили хамус такой большой, может, вы видели, да? Вот, и развивать нужно туризм для того, чтобы развивать местное производство здесь у нас в республике. Ну, видим, да, что получается, в принципе, залог успеха — это, опять же, любовь к родной земле. Да, и конечно. желание ее развивать. И все получается. Галина Николаевна, спасибо большое за эту беседу. С наступающим вас Новым годом. Еще раз поздравляем с наградой, получается, как правильно, да? Награда же, да, лучший ювелирный магазин всей страны. Ну и желаем вам, конечно, удачи и дальнейшего развития. Спасибо успехов. большое. Спасибо. С наступающим Новым годом еще раз. Ну, а мы прямо сейчас готовы подвести итоги розыгрыша, который в начале как раз-таки ювелирная серебряная елочная игрушка. Вопрос был, какими игрушками было принято хвастаться в начале 20 века. И самый первый ответ, он оказался самым правильным, это Надежда. Игрушки, сделанные своими руками. Вот именно такими было принято хвастаться в начале века. И, по сути, эти серебряные украшения то же самое, потому что чьими-то руками они сделаны. Да. И мы вас поздравляем, наши уважаемые телезрительницы. Вы получаете серебряную игрушку от ювелирного дома Керги. На этом наша программа подходит к концу. Мы с вами обязательно завтра проснемся снова в 7 часов утра на Якутия 24 и НВК Саха. До встречи.